Похищенный кадыровцами модератор чата телеграм-канала Адат Салман Тепсуркаев убит. Об этом заявила юрист команды против пыток Ольга Садовская. Мы точно знаем, что он погиб. Этого человека мы не смогли спасти, сказала правозащитница. Согласно дополнительной информации от активистов Адата, Салмана Тепсуркаева перед убийством жестоко пытали. Информация о его гибели нам поступала давно, но мы до последнего надеялись на то, что это неправда и что Салман жив. Мы считаем своей обязанностью не утаивать и рассказать ту информацию, которую мы смогли добыть в течение всего этого времени. После похищения Салмана кадыровцы насильно заставили его на камеру сесть на бутылку, после чего они засняли Салмана в постановочных роликах, где он якобы свободно гуляет по Грозному. Все эти ролики были сняты 7 сентября 2020 года. После съемок Салмана увезли из Грозного, из территории полка имени Ахмата Кадырова. Убили Салмана 15 сентября 2020 года на военном полигоне в селении Джалка, это родовое село Адама Делимханова. Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его. Салмана в течение недели пытали, унижали и в конце ужасающим способом убили. Но и этого мерзким кадыровским преступникам было мало. Они отдали тело родственникам и сказали им закопать его как собаку. Тело Салмана захоронили в безымянной могиле. От себя хочу добавить. Салман был достойным человеком и мусульманином. Попытки извергов принизить его достоинство перед чеченским народом не увенчались успехом. Мы понимаем, что Салман был пленником, а сломать волю пленника несложно, не каждый выдерживает жесткий террор, уровень болевого порога у разных людей разный. Даже некоторые сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не выдерживали. Мы знаем, как была убита Сумая, первая женщина-шахид в исламе. Абу Джахиль, да будет он проклят, убил ее, пытаясь унизить ее достоинство, но она не была унижена. Также и Салман не унижен, унижены и прокляты те, кто подвергает людей таким бесчеловечным пыткам. Салман был поборником правды, который восстал против тирании, несмотря на свой юный возраст. Если даже на нем и были какие-то грехи, вы, инша-Аллах, взвалите на себя и ношу его грехов. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين